По сценарию двое условных террористов врываются на территорию школы и закладывают взрывное устройство. В это время охранники, заметив подозрительные лица, укрываются в своей комнате и активируют тревожную кнопку. Преподавателям поступает оповещение о проникновении в здание посторонних. Получив сигнал тревоги, учителя действуют четко и слаженно. Быстро закрывают двери, задвигают мебель, прячут учеников в безопасные зоны кабинетов. В такие моменты страх должен отключаться. Главной становится цель – защитить детей и не дать случиться худшему. Охранник обходит территорию школы в поисках подозрительных предметов. Вскоре он находит взрывное устройство и направляется сообщить о нем руководству. Что это может быть? Это взрывчатка? Что Взрывчатка, там провода торчат. Вас понял. Оповести личный состав и учащихся. Я позвоню в службу спасения. Через несколько минут к школе подъезжают сотрудники Росгвардии. Дальнейшие действия разворачиваются стремительно. Начинается спецоперация по нейтрализации условных террористов. Бежать! Оружие на пол! Оружие на пол! Сюда! Охранники и педагоги эвакуируют учащихся. Дети покидают здание в сопровождении учителей по заранее отработанным маршрутам. Особое внимание на учениях было уделено реалистичности. Даже муляж взрывного устройства практически не отличить от настоящего. Мы решили потратить время, постараться, чтобы дети имели какое-то понятие наглядное, чтобы каждый мог увидеть, сориентироваться и сообщить учителю либо правоохранительные органы. На первый взгляд это просто отработанный сценарий, но за каждым таким движением скрываются реальные алгоритмы реагирования и четкие инструкции. Как в короткие сроки вывести сотни школьников, как должны действовать охранники, педагоги и сами ученики. Все это оттачивается именно на таких тренировках. О действиях в этих ситуациях было детям рассказано многое. План эвакуации был составлен, отработка действий. Все произошло по плану. Мы думаем, что более или менее дети знакомы с тем, как действовать в таких ситуациях. И мне очень понравилось, что нас заранее готовят к чрезвычайным ситуациям, потому что мы уже будем готовы в случае нападения. Наша школа уже будет знать, какие действия должны быть и что нам нужно делать. Такие мероприятия позволяют на практике отработать алгоритмы действий в экстренных ситуациях и напомнить школьникам строго следовать инструкциям в случае угрозы. Марьям Бата, Билал Ахильгов, Магаз 24.